15 марта в селении Верхние Очелуки откроют свои двери 3 избирательных участка. Один из них расположился в 7-й школе. К началу выборов здесь пока не все готово. В связи с учебными занятиями работа по обустройству 520-го участка начнется за 10 дней до голосования. Особое внимание будет уделено безопасности. Планируется установить металлодетектор, камеры видеонаблюдения, также настольные и ручные металлоискатели. У нас участковый избирательный участок будет находиться на 1-м этаже. Члены участковой избирательной комиссии у нас будут все присутствовать. Также у нас будет специальное помещение, комната матери и ребенка. Родители, которые с маленькими детьми, могут прийти. Будут созданы все условия. Также будет медицинское обслуживание, если вдруг кому-то будет нехорошо или плохо себя чувствовать. На 520-м избирательном участке зарегистрировано более 900 избирателей. Во время выборов президента страны с собой нужно иметь только паспорт. На выборах прозрачность и честность голосования будут контролировать представители УИКа и 9 членов избирательной комиссии, которые перед началом работы прошли профессиональную подготовку. Мы специально занимались этой работой. Также у всех членов избирательной комиссии есть сертификаты о прохождении обучения о предстоящих выборах. И они тоже готовы к работе в полном объеме. А пока ведется работа по оповещению граждан. По всей стране в связи с предстоящими выборами президента Российской Федерации реализуется проект «Информ-УИК». Он подразумевает персональное информирование избирателей методом поадресного обхода. Маржан Евлоева принимает активное участие в голосовании еще с 1975 года. С тех пор не упускает ни одни выборы. Надеется, этот год не станет исключением. Члены участковых избирательных комиссий нанесли ей визит, рассказали, когда, как и где можно проголосовать. 520 участок, в первой школе, СОШ-1, Исенбаева, улица Райова, выбор. Выбрать Дербалу, Хану выбрать Дохеч. Выбор шпагвит массовки. Гражданам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, всем, кто не сможет прийти на УИК, будут созданы условия для голосования на дому. Так и Исрапил Евлоев по состоянию здоровья не может посетить участок, поэтому планирует голосовать дистанционно. Оповещать жителей обходчики будут до 6 марта. Задачей предвыборной переписи – уточнить список зарегистрированных избирателей, рассказать, какими способами можно проголосовать, принять заявку на голосование на дому, ответить на вопросы. Вся эта работа у нас проводится через телеформ. Мы заходим, смотрим, выявляем адрес и приглашаем всех жителей, не только жителей, то есть кто проживает в этом доме. Кто-то настроен положительно, кого-то дома не бывает, а кто-то, таких у нас не было, что кто-то отказывался разговаривать с нами, а кто-то и не может приходить на голосование. То есть ему мы оформляем заявку голосования на дому, что мы придем в этот день, когда им удобно. Главное политическое событие года будет проходить 3 дня – 15, 16 и 17 марта. Очень важно в этот момент не оставаться в стороне, проявить гражданскую сознательность и отдать голос за своего кандидата. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.